Все произошло как случайно, я об этом узнал. Даже сейчас не помню уже как. Это был конец 90-х. Может быть, год 97-й, 98-й. Родители ничего не рассказывали, как было, что было. В какой-то газете, вот старый-старый я читал еще, говорят, салют был, когда я родился, в день моего рождения. От Казани моим родителям подарили двухкомнатную квартиру. На моем месте, мне кажется, мог оказаться любой такой же младенец, у кого интернациональная семья и родители из рабочей крестьянской семьи. Отец работал водителем, был татарином. Мать работала на швейной фабрике, была русская. Так как я коренной казанец, я ассоциирую себя с татарином. Я когда приезжал к бабушке со стороны отца, к Двойнике, она со мной по-русски не разговаривала. Я с ней разговаривал тоже только по-татарски. Она мне принципиально не обращала на меня внимания, когда я к ней обращался по-русски. У меня мама с отцом развелись, и я все реже и реже стал приезжать уже в Двойники. Ну и потихоньку все это забылось, потому что дома только разговаривали на русском языке, на татарском разговаривать было не с кем. Бабушка и прадедушка, и дедушка со стороны отца, они все были религиозные, постоянно намаз читали, не посещая ни мечети, ни церкви. Главный успех нашего города в чем? Тут даже не то, что нашего города, может быть, нашей страны можно взять в целом. Это в том, что столько разных национальностей уживается в одной стране, и никто с друг другом не конфликтует. Пошел на стройку работать каменщиком. Поступил в институт КИСИ, строительный опять-таки. Ну, вот как вот со стройкой меня как-то связалось все, так и сейчас уже не отпускает. Любите друг друга, заводите семьи, рожайте детей. Чем больше детей будет, тем больше шанс стать 2-миллионным жителем.